Сегодня Советский суд Казани избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве мужчины в подъезде одного из домов на улице Мира в Дербышках. 30-летнему Руслану Хамитову уже предъявили обвинение. Напомним, безжизненное тело на лестничной клетке обнаружили соседи утром 3 ноября. Нафиса Минязова спросила подозреваемого, что же стало причиной расправы. Вы коллеги же, да, я так понимаю? Да. Хорошо. Я говорю, ничего не буду рассказывать. Публично признаваться в преступлении мужчина не стал, но следователям картина произошедшего уже ясна. Согласно материалам дела, 50-летнего мужчину убили вечером в понедельник, 2 ноября. Несколько человек выпивали в квартире предполагаемого убийцы на улице Мира в Дербышках. В какой-то момент потерпевший хозяин поругались, и последний схватился за нож. Ссору около 10 часов вечера слышали соседи. Я кино смотрела, сидела. Ну и слышала разборки какие-то, но выглядывать не выглядывала. Ну, здесь есть, конечно, одна семья, не ахти благополучная. Один удар в область груди слева оказался для мужчины смертельным. Сейчас совершение преступления чем подтверждается? Сейчас подтверждается показаниями самого обвиняемого, а также показаниями свидетелей. Тело погибшего нашли жильцы дома утром следующего дня. Оно лежало между первым и вторым этажами, а подозреваемого задержали тут же. Он и не думал скрываться, был у себя дома, причем сильно пьяный. Он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, направленного против жизни, санкция за совершение которого предполагает возможность назначения наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Прокуратура поддержала ходатайство следователя заключения обвиняемого под стражу. Неоднократно ранее судим, более того, он 2 недели назад только освободился из мест лишения свободы. Также в настоящее время он не имеет официального источника дохода. И данное обстоятельство дает основание полагать, что он может скрыться от органов предварительного расследования. Судим мужчина был неоднократно за кражи, мошенничество и ряд тяжких преступлений. И, опираясь на избранную меру пресечения за прошлые преступления, ходатайствовал отпустить его домой. Я хочу домашний арест, ваша честь. Я никогда не скрывался, мне сколько раз давали, что в 2012 году давали под подписку тоже. Выслушав мнение всех участников процесса, представитель Фемиды отправил Руслана Хамитова под стражу. Под арестом он пробудет до 3 января.